Доброе утро, друзья! Ирдик Хелшин. С вами снова Лейла. Доброе утро первого дня нового 2021 года. Я надеюсь, этот год для нас будет действительно хорошим, плодотворным. И 2022 мы встретим вместе все в таком же хорошем настроении, как сегодня. Видите, как у нас солнечно. Снег, правда, подтаял. Единственное, что огорчает, но зато такой день солнечный. Вчера было пасмурно, холодно, а сегодня вот так вот хорошо. Так, ну и вот мое хозяйство. Показываю в 2021 году первый раз. Мои мальчики закрыли между нами и соседями огороды, забор. И видите, мои гуси ходят по периметру, ищут, как бы туда пойти. Вот не знаю, каждое утро у них как будто бы был ритуал. Поели и пошли там у них во дворе гулять. Если бы была зелень, я понимала бы, ходили за зеленью. Но зелени же тоже нету. Но все равно были у нее. И я, если честно, не додумывалась раньше, что можно как-то чем-то прикрыть. Я говорю, хотя бы так прикройте, чтобы гуси туда не ходили. Ну, они вот так вот залатали местами. И гуси не ходят. А то, конечно, во-первых, не то, что там они пачкают, а даже их крики людям же не всем нравятся. Вот так вот. Друзья, солнышко очень яркое. Прям не могу к солнцу выйти. Пойду покажу вам еще. Так, у меня небольшое огорчение, конечно. Мы ждали завтра моего сына домой. Он обещался приехать 2-го. Даже билет покупал. Но у него там небольшие пошли. Не то, что неполадки, просто он не докончил работу. А чтобы спокойно приехать, ему нужно завершить свою работу. И он теперь приедет, как он говорит, то ли 3-го, то ли 4-го. Но это тоже не за горами. Я надеюсь, дождемся мы его. Вот. Вот такие дела. Я даже не знаю сегодня, что я буду делать, чем я буду заниматься. Как-то сегодня день такой. Вчера, конечно, очень хотелось пойти. У нас вот каждого 31-го мой двоюродный брат моего мужа собирает всех нас, родственников, на зикр такой. Ну, кто знает, тот будет знать. Маулид читают, зикр делают, поминают Аллаха. Мне вчера не удалось, к сожалению, пойти. Очень хотелось. Пошли мои мальчики, потому что у мамы вчера с утра давление, даже я ей не говорила, что такое высокое, было даже 230. Я, правда, сама его сбила, сделала сама укол, а потом таблетки. Но к вечеру опять оно поднялось до 180. И, если честно, я просто побоялась ее оставить даже с сыном, потому что они бы не справились, если что. Поэтому 2 сыновей своих отправила туда, а сама была с мамой. Так что мы первый год одни вдвоем с мамой встречали Новый год, можно сказать. Ну, встречали. Просто были вместе. Я просто посидела, пересмотрела некоторых девочек-блогеров, посидела, послушала зикр, который делается у нас. Ну, мальчики присылали мне, и так пересылали, и прямой эфир смотрела. Вот так вот провела вчерашнюю ночь и заснула где-то в час. Вот. С утра, как обычно, встала. Вот такой вот день. Прекрасный сегодня. Надеюсь, у всех все хорошо, все живы-здоровы. Друзья, напишите, как вы встретили Новый год. Было ли вам интересно? Мне очень интересно узнать. Ну, коротко хотя бы напишите, кто мне постоянно пишет в комментариях. Было ли вам интересно, как вы провели Новый год? Я надеюсь, у всех все хорошо. Вот так вот, какая елочка красивая. Ну, я, наверное, попозже пойду, сниму ее в этом белом наряде. Иней такой. Ну, прям красота. Ну, ладно, друзья. А что я буду делать дальше? Вы, наверное, увидите. Буду снимать дальше. Планов, честно, никаких. Я даже не знаю. Ибрагим вообще не пришел. Остался у них там ночевать. Старший Багаудин пришел. Но он тоже спит. Видимо, будет долго спать, потому что пришел где-то в 4-5 часов утра, только пришел оттуда. Вот так вот встречаем мы нашей семьей Новый год. Ну, даже не то, что семьей, а тейпом Мендиевых наших
близких наших родственников. И, конечно, очень много приглашенных гостей к нам. У нас бывает 31-го. Я говорю у нас, потому что я тоже считаюсь ихним тейпом уже, и в ихнем тейпе. И, ну, у нас, вот у моего дивера, считайте, вот так вот мы встречаем обычно Новый год. Поминанием Аллаха, молясь и за себя, и за всех, и за тех, кого с нами нету. Вот такие вот дела, друзья. Не знаю, как я вам объяснила, правильно или нет. Ну вот как-то так объяснила, как прошел наш Новый год. И еще раз скажу, чтобы в действительности в этом году у нас не было ни у кого на свете огорчений, не было никаких неприятностей, не было никаких потерь. И все было хорошо. Я надеюсь. И будем надеяться на Всевышнего. Так, друзья, хочу показать вам. Правда, тут показывать нечего. Мне еще кто-то скажет, что ты тут показываешь, как в тот раз, когда я у меня дом я показывала. Ну, это, знаете, друзья, такая моя котельня, можно сказать, такая вот брудерная, поэтому здесь не очень-то так. Но я здесь убиралась, помыла все стены, было закопчено сильно. У меня коптит эта печка сильно, на ней стоит титан, вот в воду греется. Но я вот помыла все стены, они, конечно, закопченные, но сейчас белить, красить не буду. Постирала вот это вот, у меня висит наволочке перо, не перо, а вернее пух гусиный, чуть ли лебяжий, чуть не сказала. Но это такая, знаете, действительно подсобка. После вот как приду с сарая, там руки помою, и вот такие вот цыплята у меня здесь бывают. Здесь раньше стояли у меня перепеляты, мы вот сегодня убрались везде, никак руки не доходили. Убралась, устала, правда, очень сильно. И я вот сейчас вам показываю. Что-то все время забывала вам показать. Снимала несколько раз, но некуда было мне просто его даже вставить. Вот смотрите, и пока я снимала, у бедного цыпленка и матери не стало. Вот старшенького цыпленка мне вывела еще курица, когда у нас были похороны моего брата. 3-й день похорон был, утром мне забегает сын и говорит: на тележке, где у нас вот мусор, навоз, все стоит, там, говорит, курица вывела цыплят. А уже же холодно. Я побежала, ну как раз месяц тому назад это. Побежала, посмотрела, и действительно она с 2 живыми цыплятками и 5-6 мертвых цыплят, потому что уже было холодно, сидят на тележке. Ну вот я этих 2 с мамой привела. Ну, тогда этот брудер не стоял, здесь был большой брудер другой, который с перепелками. И не знаю, пока это был 3-й день утром, и один цыпленок, все-таки, когда я пришла домой, он все-таки у меня пропал. И остался только этот цыпленочек с мамой. И вот буквально 2-3 дня тому назад, я не знаю, что случилось, утром мама у него лежала, тут уже сдохла, короче говоря. И у меня он остался вот так вот один. А потом, я же вам говорила, что у меня лежат в этом инкубаторе яйцо гусиное, утиное и куриное. Ну, гусиное сразу пропало, не то что пропало, но не было оплодотворенным. Ну-ка, идите-ка сюда. А эти 3 вывелись. Было 6, осталось оплодотворенных, было 6 куриных яиц, но вывелось только эти 3. Так, что-то не фокусируется. Ага, вот. Вывелись вот эти 3. Им уже неделька, они у меня на окне стояли в моей спальне. Вот сегодня я решила все-таки сюда новый брудер им поставила, другой поменьше, и заселила их вместе с этим большим уже петушочком. Это у меня петушочек получается, по-моему, да. Не знаю, что с ними будет. Выживут, не выживут. Значит, не выживут. Судьба такая. Голышечка, я люблю свои голышечки. Конечно, хотелось бы, чтобы они выросли. Ну, вот так вот вышли на свет они. А утиные вообще не вывелись. Но, по-моему, просто у нас по ночам отопление, говорю, освещение бывает очень плохое. И, наверное, что-то случилось, я не знаю. Или я уже подзабыла, я давно не инкубировала и не знаю. Наверное, что-то все-таки я не досмотрела. И они у меня в зародышах, 7 или 8 зародышей утиных.
погибло, и 4-5, по-моему, было даже куриных. Погибло с зародышей. Вот так вот, друзья, показала вам маленьких. Вот теперь будем показывать, как они будут растут, если вырастут, конечно. Вон наелись, я им кашки кинула, каша оставалась, и немножечко корма. Но будем смотреть. Правда, не купила никаких витаминов, никаких лекарств, вот просто так они у меня. Хотя можно было бы. Вот так вот. Ой-ой-ой. Ой, вот хожу, наблюдаю за ними, за котятами, как будто бы малыши они у меня. Аишка уезжает, мне так скучно становится, даже мои мальчики говорят, ну, все, теперь дом опустеет, когда шеф звонят, что за ними едут, сразу говорят, все, теперь дом опустеет. Так что мы очень хотим детей в доме, не знаю, как получится. Вот так вот. А теперь пойду готовить обед. Наверное, какой-нибудь супчик или что-то, не знаю, что такое легкое надо сделать, потому что устала очень. Не знала, что приготовить на обед. Варила супчик такой вот. Ну, чуть-чуть покинула туда вермишелек, звездочек и немножко этого мяса через мясорубку. Фарш чуть-чуть покидала, потому что устала после этой кладовки, не кладовки, а этой котельни, не хотелось ничего делать. И как раз пришел Ибрагим, и оттуда, где они были, ну, где давали садаку, Садычер пришел, и мне сношенница моя, жена двоюродного брата моего мужа, прислала мне вот мясо, прислала тортик, конфеты прислала, яблоки, эти гранаты, апельсины. Короче, вот так вот, чтобы и я не была, можно сказать, обделена тем, что там вчера угощали. И я, и мама, чтобы мы тоже угостились. Вот, прислала баранину, прислала индюшатину. И это еще не все, друзья, еще в пакетах стоит. Большое ей спасибо. Да, извините, что я на русском, на ингушском. Просто я поблагодарила ее, и чтобы эта милость, эта садака дошла до всех, ну, для кого они это делали. Ну, примерно такой перевод. Ну, мы сейчас будем с мамой обедать. Мальчики не захотели. Старший еще спит без задних ног. А Ибрагим говорит, я не голодный, не хочу. Вот так вот, друзья. Вы знаете, я, если так на эмоциях, тоже мне понравилось, что мне принесли. Не сказать, что у меня нечего есть, но тем не менее приятно, когда вот так вот о тебе думают, о тебе заботятся. И я очень даже благодарна Всевышнему, что попала в такую семью. Я немного хочу слова благодарности сказать именно семье своего мужа, родственникам всем нашим, потому что вот у моего свекра было 3 брата и 6 сестер. И вот все от него, ну, вот эти все вот родственники между собой, ихние дети, даже внуки уже настолько, знаете, настолько, ну, не знаю, я даже не могу сказать, что вот настолько эта семья сплоченная, вся семья вот именно не одного-двух, а именно вот от всех, что произошли, и дети, и внуки постоянно собираются вместе, постоянно помогают друг другу. Это настолько воспитанная семья, я имею в виду, опять-таки, не одну семью, а семью всех наших вот теть и дядь, и двоюродных братьев, двоюродных сестер моего мужа, получается, и их внуков, их детей, потому что некоторые уже совсем взрослые. И я просто благодарна Всевышнему, что попала к ним вот в ихнюю семью замуж. У них такое почитание родственников, такое почитание старших, почитание младших. Они в любое время могут прийти на помощь любому из нас, ну, из семьи, можно так сказать, из клана Яндиевых, именно вот из нас. Не знаю, они поймут меня правильно или нет, просто им сказать в лицо как-то тоже я стесняюсь, но я благодарна Всевышнему, что я попала в их семью, что у меня вот такие родственники, что в действительности я могу в любой момент, дня и ночи, сказать, позвонить, позвать, и они по мере возможности решат мою проблему, и решали до сих пор, и решат.
И я действительно еще раз скажу, что я благодарна Всевышнему за то, что я в этой семье, что меня приняли, и что ко мне вот так вот тепло относятся. Я их всех люблю, всех уважаю. Ну вот, как-то так. Ну, не умею я свои эмоции как-то высказывать. Ну, вот спонтанно опять получилось. И в действительности это очень хорошие люди. Вся семья, вся, я имею в виду, вся семья, которые вот произошли от дедушки и бабушки моего мужа. Я еще счастливая, я застала и дедушку, и бабушку еще живыми. Это тоже были такие превосходные люди, это были такие, я даже не знаю, ну никаких эпитетов не хватит, насколько они были хорошие, насколько они были богобоязненные, и насколько богобоязненные все наши родственники. Все буквально, вот кто вышел из нашей семьи. Ну, я всегда говорю нашей семье, потому что я тоже уже 35 лет живу в этой семье и уже, наверное, считаю себя тоже, конечно, членом их семьи. Ну, вот так вот, друзья. Немножко небольшое отступление было. Теперь, если кто обедает, приятного всем аппетита. У меня вот такая вот индеечка, действительно, супчик такой. И немножечко тортика поем. Да, для мам чуть не назвала. У нас диверов по имени не называют еще. Такой небольшой обычай скажу, что Лема это моя сношенница. Ну, и просто я ее брату и ему сказала большое спасибо. Еще раз просто. И спасибо действительно всей семье Яндиевых, моих родственников. И не только Яндиевых, но и всех от теть, которых произошли, всем я им благодарна. И всех очень люблю. И действительно еще раз скажу, что я просто благодарна Всевышнему за то, что я в этой семье. И вот, друзья, я что-то сегодня захотела сделать. Никогда уже, сколько, наверное, больше месяца с лишним даже ничего сладкого не делаю. Так я обычно вафли еще пекла, но не стала вам никогда вам показывать. А сегодня хочу сделать просто наш хворост. Ну, можно сказать, ингушский, чеченский, войнахский. Этот хворост тоже у всех наших национальностей на Кавказе делают. И я его, если честно, очень сама люблю. Любят мои домашние, но действительно давно я его не делала. Именно хворост не делала очень давно. Наверное, может быть, даже больше, чем полгода. Вот. И сегодня как-то свободное время. Ибрагим еще не пришел, старший спит еще. Захотелось мне сделать все-таки хворост, выпечку такую немножко. Ну, не выпечку, пожарить их вроде бы надо, да? Так, короче, не будем долго об этом говорить. Раньше-то этот хворост, друзья, еще и на свадьбах у нас ставили. Не было же такой выпечек, не было таких кондитерских раньше. Ну, даже когда вот я замуж, например, выходила. Как таковых таких кондитерских не было. Сейчас же вообще даже на тому каждый печет, продает, делает. А у нас не было тогда. Делали дома вот такие и на свадьбы, и на Маулид, и на Уразу-Байрам, ну, на все наши праздники. Делали все такие вот домашние хворост, домашние вафли выпекали, орешки делали в формочках, печенье делали в формочках. В принципе, было и очень вкусно. Ну и медовики дома обычно делали. Медовики и бисквиты. Бисквиты просто даже перемазывались повидлом внутри. И этим обычно накрывали столы на все празднества. Ну, со временем цивилизации, или чем дальше мы идем дальше, сейчас столько разнообразных выпечек можно купить, что дома и не делают их. Но вот последний год-два уже началось так, что снова на наших столах появился именно вот этот хворост, когда делали раньше, как его делали раньше. Потому что он действительно очень вкусный, все его любят, что молодые, что старики, что все. Поэтому просто немножко раньше было трудновато их делать, потому что надо было тонко раскатывать, а это долго, особенно на свадьбу. Сейчас такие разные, можно сказать, гаджеты появились, что тесто можно раскатать вот на этой же машинке, она у меня есть, сейчас поставлю, что уже и много заморачиваться не надо, труда тратить не надо, чтобы сделать тонкое тесто и сделать эти
этот хворост. Все время у меня под языком зуакаш. У нас они называются зуакаш. Так, ну, значит, я сделаю из 5 яиц вот сегодня. Обычно на мою семью, конечно, я делаю из 10 яиц, потому что из 5 яиц нам, ну, на 1-2 раза только хватает. А если их пожарить, сделать, то практически мы целый день ходим, как сухарики едим. Очень нравятся они нам. Даже мне нравятся. Я небольшой любитель сладкого. Я не представляю, какая бы я была, если бы я еще любила сладкое. Так, значит, взбиваем 5 яиц. Добавляем немножечко, буквально немножко. Да, в принципе, ничего такого добавлять не надо. Вот я добавлю чайную ложечку сахара. Добавлю чуть-чуть, прям вот чуть-чуть соли. Ну, прям, ну, чуть-чуть еще больше. Немножечко. И также на кончике ложки добавлю соды. Вот так вот. Ну и чайную ложку растительного масла. И все. Теперь перемешаем. И нужно замесить крутое тесто, друзья. Ну, не знаю, у многих они есть. Я вас ничем не удивлю. Но просто я хочу их сегодня для себя сделать и показать вам. Стала собирать, смотреть, что мне надо. Оказалось, у меня нет сахарной пудры. Я сейчас тесто замешу. Ему нужно минут 15-20 полежать, чтобы было более эластичное. И схожу в магазин. Потому что будить старшего сына я не хочу, а Ибрагим еще не пришел. Так. Кто-то туда прямо начинает кидать муку, но я сразу же здесь, как обычно, замешиваю. Каждый делает как хочет. Я не говорю, что это правильно. Ну и вот, чтобы забрало оно крутое тесто, чтобы сколько муки заберет яйцо, столько и надо. Ничего сложного в этом нет. Я говорю, действительно, вся сложность в этой выпечке была то, что надо раскатать очень тонко. Чем тоньше мы их раскатаем, тем вкуснее и рассыпчатее получается хворост. Ну, конечно, не у всех есть эти машинки, но тем не менее, если надо много сделать, то у кого-то принести не стоит труда. Но сейчас и продают у нас эти вот этот хворост все время у меня под языком зуакаш, хочу сказать. Продают прямо на свадьбе большими ящиками, вот из-под яиц, из-под бананов, большие ящики. По-моему, этот большой ящик стоит 1500 рублей у нас. Вот сколько там килограмм помещается, я не знаю. Так. И вот, друзья, я замесила тесто крутое, видите. Теперь оно немножко полежит, минут 15-20, а я тем временем сбегаю в магазин, куплю сахарную пудру, потому что их обязательно нужно присыпать сахарной пудрой, потому что они практически не сладкие. Тут почти нет сахара. Вот. Видите, тесто крутое очень. Просто завернем его, и оно полежит у меня, пока я сбегаю в магазин. Полчаса, 15 минут. Оно должно немножко полежать. Вот. Может быть, вас с собой возьму в магазин, может нет, точно не знаю. Я еще не очень-то раскрепощенно себя чувствую, когда снимаю на улице. Так, друзья, и тесто мое полежало, теперь время дошло до него. Я поставила чугунок с маслом раскалиться, потому что масло должно хорошенечко раскалиться для того, чтобы выпекать хворост. И теперь разделим просто на удобные кусочки, чтобы было раскатать удобно. Так. И как я сказала, сейчас не трудно делать этот хворост, потому что есть вот такой вот агрегат, который быстро тонко сделает пласт.
И в принципе он очень недорогой, может купить любая хозяйка себе в дом. И для, во-первых, и для лапши тут, и для крупной лапши, и для мелкой лапши. И для того, чтобы раскатать тонко тесто хоть на что. И на пельмени, на манты, на вареники, и на хворост. Так что действительно удобная штука. Сейчас я вам первый просто покажу. А потом уже не буду долго отнимать времени у вас. Сейчас, наверное, вот так вот еще вскрываю, чтобы разделить пополам. Первое немножко толстенькое, потом меньше диаметром поставим, чтобы было тонко. Как я сказала, это нужно, чтобы было очень тонко. Единственный минус в этой машинке, агрегате, этом гаджете, что постоянно падает вот эта вот ручка. Сделали очень неудобно, конечно. Так. Ну а чтобы было более-менее красиво, просто мы немножечко... Это тесто снова может пойти в ход. Просто я его сделаю так вот, чтобы... Раньше же делалась большая лепешка, и вот таким вот роликом вырезалась. Поэтому были зубчики вот такие. Я так немножечко просто края подрежу, чтобы они были симпатичные. Так, и у него вот так же. Ну, это делается просто для этого рисуночка. Не обязательно, можно и так пустить их. Просто когда этой машинки нет, мы же его раскатываем в круглую лепешку и уже разрезаем вот эти вот этой штучкой. И потом вот так вот наматываем ее на руку. Вот так вот. И вот через низ цепляются края. Последние вот эти вот края зацепляются. Вот так вот. Наматывается. И вот так вот ущипнуть надо вместе их. Прищипнуть, вернее. Не ущипнуть, а прищипнуть. И вот. Потом я вам покажу уже в раскаленном масле, как получится из него форма. Оно еще не согрелось. За это время я сделаю другие. Так, и друзья, вот я сделала из всех своих этих вот такие вот заготовки. Вы знаете, все-таки после того, как этим аппаратом я, как бы сказать, поработала, сделала потоньше тесто, но мне показалось оно не очень тонким, и я немножечко еще скалкой раскатала, чтобы было тонкое, потому что они должны быть очень-очень тонкими. Так, чтобы не обветривалось. Положу, потому что пока я раскатывала, я
огонь под этим. Просто я одну пожарила, посмотрела, она еще, ну, слишком толстыми мне показалась. Так, масло холодное. Так, и первый я закинула, проверила, масло уже подогрелось, видите. Сейчас. Я прожарю все, а последнюю вам покажу, как у меня получается прямо в масле. Просто у меня сейчас некому снимать. Приходится снимать со штатива. Вот я основные сделала, а потом вам покажу, как уже в масле последние, как я делаю. Не знаю, получится или нет у меня показать. Так, вот так вот намотать на руку, прищипнуть. И вот видите, вот так вот получается. И вот сюда я вдеваю нож. И потом в масле кручу, чтобы она не сомкнулась у меня. Я не буду долго затягивать, потом последние покажу, друзья. Так, и, друзья, за время то, что я делала, хворост пришел и брашка, и он сейчас снимет. Я надеюсь, будет наглядно, пока я его мурыжила. Ой, он распустился у меня. И вот так вот раскаленное масло. Надеюсь, видно. Я пожалела масло, конечно, масла мало. Нужно, чтобы побольше чуть-чуть было масла. Просто они уже пожарились. Вот. Видите, я их подсыпала сахарной пудрой. Ну вот так вот. Процесс такой. И вот так вот. Посыпаем сахарной пудрой. Конечно, они у меня не очень-то сегодня получились, но зато очень вкусные. Так, вот у этой более-менее форма такая, видите, красивая. Они должны были так получиться, почему-то не заворачивались у меня они нормально. И видите, сейчас я вам покажу, как вот так вот, как хрустит и как крошится. Хрустящие, тонкие получились у меня сегодня. Но из-за того, что долго не делала, все-таки что-то у меня чуть-чуть. То ли я широкие, я, по-моему, широкие просто вот эти вот. А ленточки делала слишком широкие, надо было поуже. И тогда бы получилась вот такая вот. Она вот эта формочка мне нравится больше всего. А где вот шире, вот видите, они заворачивались не так красиво. Ну ничего, как получились, лишь бы было вкусно. Конечно, было бы хорошо, если бы они получились красиво. Но я же не такой профи. Так, и вот, друзья, мой день сегодня закончился. Я хочу с вами попрощаться. Мои мальчики еще отдыхают, мама тоже прилегла. Уже вечер. Я себе налила кружку чая, как видите, огромную. И немножко посижу, поем хворост, который я приготовила. И не знаю, немножко посмотрю, может быть, телевизор или еще что-то, потому что осталось сегодня опять под вечер одна. Ну вот как-то так. Я вас еще раз поздравляю с Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра.